Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Места памяти и силы. В Абхазии продолжается восстановление памятников Великой Отечественной войны. Память в красках. В Агу 29 апреля состоялось открытие выставки студентов факультета искусств, посвященной 80-летию Великой Победы. Смешанная избирательная система, парламент, высший госорган, а премьер-министр формирует Кабмин. Общественная палата презентовала свой проект конституционно-правовой реформы. Продолжаем нашу рубрику. В этот день, 80 лет назад, из истории Великой Отечественной войны. На 29 апреля 1945 года командованием Первого Белорусского фронта был назначен общий штурм окруженной берлинской группировки противника, засевшей в районе парка Тиргартен. Артподготовка по всему фронту была спланирована продолжительностью 30 минут с 11:30 до 12:00. Войсками 3-й ударной армии 29 апреля был предпринят первый штурм Рейхстага. В первом эшелоне 79-го стрелкового корпуса наступали 150-я и 171-я стрелковые дивизии. Руководство страны выплатит по 100 тысяч рублей 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии. Семье ветерана, который ушел из жизни месяц назад, также выплатят 100 тысяч рублей, сообщили Апснепресс в пресс-службе Кабмина. 18 человек, приравненных к ветеранам войны, получат по 50 тысяч рублей. Средства выделят из резервного фонда президента Абхазии. Такое решение приняла комиссия под председательством вице-премьера Джансуха Нанба, ответственная за проведение мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы. 28 апреля в городе-герое Волгограде начал свою работу Международный форум «Великое наследие. Общее будущее», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвует делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лаша Ашуба. 29 апреля работа форума открылась церемонией зажжения вечного огня на аллее героев площади павших бойцов. Памятное мероприятие завершилось шествием роты почетного караула, военного оркестра и колокольным звоном собора Александра Невского в память о героизме и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Также состоялось пленарное заседание форума. Спикер парламента Лаша Ашуба обратился к собравшимся с докладом памяти о Великой Отечественной войне в Республике Абхазия. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, заместители спикера Фазлибе Авицбе Астамур Аршба, чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квицини, руководитель аппарата парламента Республики Абхазия Вадим Бжани приняли участие в итоговом пленарном заседании Международного форума «Великое наследие. Общее будущее». На итоговом заседании перед участниками форума выступили прибывший в город-герой Волгоград президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Их выступления стали ключевыми моментами мероприятия. В поселке Бзып началась реставрация мемориала, посвященного солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацистской Германией сложили головы 133 уроженца поселка. Как сообщает спутник Абхазии, по словам главы администрации Эдгара Кетти, за счет средств Российского фонда президентских грантов очистили камни, привели в порядок мемориальные доски, высадили деревья. К 9 мая обновить стелу не получится. По технологии необходимо демонтировать старый камень и поэтапно укладывать новый. Не больше 3 рядов за раз с перерывами в несколько дней. Работы продолжат после праздника. Торжественное открытие мемориальной доски Героя Советского Союза Литвиненко состоялось в Цандрыпше. Звание Героя Советского Союза Николай Никитович Литвиненко, уроженец поселка Цандрыпш, получил посмертно. Он отличился во время битвы за Днепр и указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года был награжден за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам откроют в селе Абгархук к 9 мая. На территории комплекса уложили около 350 квадратных метров тротуарной плитки, высадили около 80 деревьев, построили новое ограждение протяженностью в 80 метров, 500-метровый бордюр и небольшой фонтан для питьевой воды. Об этом «Спутник» рассказал глава села Дауд Смыр. Это стало возможным благодаря финансовой помощи, оказанной Российской Федерацией, уточнил он. К 80-летию Победы комплекс будет отделан новой облицовкой из гранита, заменят мемориальные доски с именами павших защитников Родины, отреставрируют фотографии погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В Абхазии продолжается восстановление памятников Великой Отечественной войны. Работы проходят в рамках грантовой программы президента Российской Федерации. В селе Кацыкыт Гулрыбского района завершается реставрация мемориала, посвященного жителям села, погибшим в годы войны. Монумент был установлен в 1969 году и долгие годы сохранялся силами сельчан. Как сегодня приводят в порядок это памятное место. В репортаже Заура Кварча. Село Кацыкыт – тихий уголок Абхазии, где живет память о великом подвиге. Здесь, в центре села, идет реставрация памятника, посвященного сельчанам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. Более полувека назад он был установлен по инициативе местных жителей и теперь, спустя десятилетия, получает вторую жизнь. Здесь вообще отсутствовало ограждение вокруг. Сейчас мы планируем полностью ограждение здесь восстановить. Сам памятник, здесь незначительные повреждения были. Сейчас вот мы планируем полностью его восстановить, покрасить. Лавочки здесь, да, будут установлены. Здесь будут насаждения разные. С этой стороны насаждение будет. Это все возьмем на баланс. Дальше мы будем его окашивать, ухаживать. Ну, как положено, все это будет. В дальнейшем здесь планируется скважина, чтобы здесь вода была. Освещение здесь тоже мы подведем. То есть люди могут приходить в дальнейшем здесь отдыхать, местные жители, односельчане. В общем, вот такие вот работы здесь ведутся. Планируем числа 5-6 завершить все эти работы. Восстановление идет при поддержке российской грантовой программы. Местные жители активно участвуют в процессе. Кто-то помогает физически, кто-то следит за ходом работ, не оставаясь в стороне. Помимо меня все жители относятся очень хорошо. Подрядчик прораб выполняет все свои работы на отлично, нам всем нравится. Мы практически каждый день сами здесь и уборкой занимались. Все за этим наблюдаем, он свою работу выполняет, нам всем это вполне устраивает. Обычно каждый год это памятник, школьники, жители села убирали своими силами, насколько было это возможно. Но, как вы понимаете, в связи с таким временем, забором и всем остальным, на сегодняшний день то, что делается, спасибо этому государству и всем тем, кто вложивает с утра средства. Мемориал всегда был центром притяжения в День Победы. Здесь проходили школьные мероприятия, возложение цветов, встречи поколений. И в этом году традиция будет продолжена. Они за нас погибали, они не просто так воевали. И вот чистят все, чтобы красиво было, сохранилось. Если чистить не будет, все вырастет. Думаю, здесь красиво будет очень. К 9 мая памятник будет полностью восстановлен, а вокруг облагороженное пространство, которое станет местом памяти, встреч и благодарности героизму предков. Заур Кварча, Инала Гухава, Абаза ТВ. Память в красках. В Агу 29 апреля состоялось открытие выставки работ студентов факультета искусств, посвященной 80-летию Великой Победы, отражающей глубокое уважение, память и осмысление героического подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Подробнее в репортаже Алисы Адлейба. В Абхазском государственном университете состоялось открытие выставки работ студентов факультета искусств, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представленные творческие работы отражают глубокий смысл, память и осмысление героических подвигов советского народа в борьбе с фашизмом.
В экспозиции представлены более 40 работ студентов факультета искусств всех направлений, таких как графический дизайн, дизайн интерьера, ландшафта и так далее. Работы посвящены участникам Великой Отечественной войны из Абхазии. Как отмечают организаторы выставки, возможно, плакаты, созданные студентами, украсят наш город. Здесь вывешены более 44 плакатов на эту тему. Наши студенты работали группами. Они объединились в группу, одни материалы собирали, а потом состыковывали все, что они делали, эскизы, каждый из них, и потом, суммируя, получали на выходе уже готовые плакаты. Конечно, все это мы внимательно отслеживали, каждый надпись, каждое направление имело значение для нас. Студенты работали в командах под руководством кураторов, которые помогали и направляли в правильное русло, дабы отметить главные моменты Великой Отечественной войны. Все, что мы делали в этом году, посвящалось либо 80-летию Победы, либо 80-летию нашего легендарного Владислава и так далее. И сегодня выставка в университете свидетельствует о том, что все прониклись той мыслью, что мы должны оправдать по-настоящему память наших предков, которые сохранили государство. На открытии выставки также присутствовали именитые гости из России, которые отметили значимость события. Сегодня для меня особенный день. Я впервые в вашем университете, не впервые в Абхазии, но впервые в университете. И понимаю, что Великая Победа нас не только объединяет, она общая. Она дает силы на будущее, потому что настолько, насколько было трудно в те времена нашим дедам, отцам, и они выдержали все, преодолели, они победили, они смогли. Ну, значит, сможем и мы все. Хочу, чтобы ваш университет развивался также стремительно, чтобы мы сотрудничали, чтобы у нас был мир, и мы не только могли гордиться подвигами наших предков, но и наши дети могли гордиться нами. Нам также удалось пообщаться с художниками, чьи работы выставлены на мероприятии. Как отмечает Амир Хагуш, это был трудоемкий процесс, в котором он участвовал в группе еще с одним студентом. Информацию получали из открытых источников, либо же через старшее поколение. Этот плакат в основном был подобран, включая статую неизвестного солдата и стихотворение Нелли Тарпа. Эта фотография не нарисована, а мы лично подходили, фотографировали. Где-то вы можете найти, конечно, в интернете аналоги. Вырезано фон и вперед статуя подобрана. Другие работы конкретно акцентированы на определенных героев. Герои подбирались, кто-то, может, по просьбе, кто-то хотел выделить своих родственников, друзей, дедушек и так далее. В центральной части зала представлены работы, посвященные юбилейной дате 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо прочего, здесь можно увидеть скульптуры и даже различную одежду времен Второй мировой. Алиса Адлиба, Инала Гухава, Абазат ТВ. Печальная новость. Гражданин Абхазии Батал Шакая погиб в зоне специальной военной операции, сообщил спутник глава МЧС Лев Квициня. Российские военные уже выехали из Ростова с телом бойца и доставят его до границы с Абхазией. Там к транспортировке подключится МЧС. По словам Квициня, Батал Шакая отправился на фронт добровольцем не так давно и погиб около недели назад.
парламенте Республики Абхазия в ходе расширенного заседания парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям продолжилось обсуждение закона о кадастре недвижимости, сообщает пресс-служба Народного собрания. На заседании комитета также обсудили законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием закона о кадастре недвижимости. Изменения были подготовлены в связи с принятием закона и необходимостью совершенствования норм действующего законодательства. Это касается различных аспектов его регулирования: понятия недвижимого имущества, системы вечных прав, правового регулирования, государственной регистрации, оборота недвижимого имущества и другое. Далее состоялось обсуждение проекта закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия, который разработан в целях восполнения законодательного пробела в вопросах регулирования развития малого и среднего бизнеса. В Общественной палате презентовали проект конституционной реформы. Основные предложения проекта – перейти к смешанной системе выборов в парламент и увеличить количество депутатов до 45, 30 избирать по партийным спискам, 15 в одномандатных округах. Увеличить возрастной ценз кандидатов в депутаты с 25 до 30 лет, сделать обязательными наличие высшего образования и 5-летнего стажа работы. Партии, набравшей большинство, избирать спикера, а партии, набравшей меньшинство, вице-спикера, кандидатура генерального прокурора, руководителя АГТРК, редакторов газет «Республика Абхазия», АПСНы, информационного агентства «АПСНы Пресс», а также руководителя Национального банка представлять и утверждать парламенту. Разработать механизм распуска парламента президентом, если депутаты дважды отклонят кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом. Проект документа в течение 11 месяцев готовила комиссия Общественной палаты по государственному строительству, местному самоуправлению и организации общественного диалога. Это заседание очень важное, так как будет речь идти о реформах, которое, в общем-то, родилось здесь в недрах нашей палаты, конституционной вот этой реформы, о которой все говорят со времен, кстати, вот сейчас, наверное, вы все смотрите, Александра Первого. Если не будут реформы, не будет движения вперед. Но консервативные люди, вот такие, как я, там, или кто-то еще, может быть, как-то опасаются таких вот кардинальных изменений. Но если посмотреть на нашу политическую жизнь и кризисы, которые уже 32 года мы ощущаем, конечно же, сам вопрос напрашивается, что в этой сфере надо очень серьезно и глобально поработать. С лозунгом реформирования все кандидаты в президенты шли на выборы. Это было их такой какой-то фишкой, может быть, такой главной темой, которую люди с ожиданием, с наслаждением ждут. Вот придет новый человек, и тут же все пойдет как по маслу. И вот чтобы наши предложения не расходились с делом, я считаю, что еще раз поблагодарить, во-первых, нашу комиссию, которая по государственному строительству и местному самоуправлению, организации общественного диалога, возглавляемой уважаемым Агумай Эрастом Рамзановичем и его коллегами Тамазом Кецба, Даутом Агарба, Ланой Цава, здесь с другими членами общественной палаты, разработали свое видение этих реформ. Первой реакцией республиканская общественная организация «Абхазское народное движение» выражает поддержку ключевым инициативам, озвученным Общественной палатой в рамках проекта конституционной реформы. Об этом говорится в заявлении АНД. Мы рассматриваем данные предложения как шаг в сторону более ответственного, сбалансированного и открытого государственного управления, отмечается в документе. Партия «Форум народного единства Абхазии» считает инициативу Общественной палаты своевременной попыткой привести политическую систему Абхазии в соответствии с вызовами времени. Смешанная система выборов, увеличение числа депутатов, более высокие требования к кандидатам – все это логичные шаги, если мы хотим видеть в парламенте не случайных людей, а ответственных представителей общества, говорится в заявлении партии. Форум народного единства выступает за модернизацию власти, но не за косметический ремонт. Реформа должна быть глубокой, честной и отражать интересы народа, а не элит, отмечается в документе.
Ветеранская организация АРОА приветствует инициативу Общественной палаты и считает предложенные меры важным шагом к укреплению абхазской государственности. Смешанная система выборов и перераспределение полномочий между президентом и парламентом, идеи которой АРОА последовательно продвигал на протяжении многих лет. Мы уверены, только сбалансированная и ответственная власть может обеспечить устойчивое развитие страны, говорится в заявлении АРОА. «Как это было» – документальный фильм об истории грузино-абхазского переговорного процесса презентован в Абхазском государственном университете. Цикл из 3 фильмов производства Абаза ТВ посвящен переговорам, проходившим под эгидой ООН во время и после Отечественной войны народа Абхазии. Презентация цикла приурочена к 80-летию со дня рождения Владислава Арденба. Миссия ООН по наблюдению в Грузии была учреждена 24 августа 1993 года. Это решение основано на резолюции 858 Совета безопасности ООН. Она была принята для проверки выполнения соглашения о прекращении огня от 27 июля 1993 года, заключенного между руководством Абхазии и Грузии. Первоначальный мандат миссии утратил свою силу в связи с возобновлением боевых действий в Абхазии в сентябре 1993-го. Тогда Совет Безопасности предоставил миссии временный мандат. После подписания в мае 1994-го абхазской и грузинской сторонами соглашения о прекращении огня и разъединении сил, действие мандата было возобновлено. А 15 июня 2009 года в полночь деятельность миссии была прекращена из-за разногласий членов Совета Безопасности по вопросу о продлении мандата миссии. За этими сухими официальными строками более чем 30-летней давности большая история политического урегулирования грузино-абхазских взаимоотношений в результате войны 1992-1993 годов. История полная интриг и дипломатических баталий, когда настоящая борьба разворачивалась из-за запятой, перестановка которой меняла смысл на противоположный. Премьеру первого фильма из цикла «История грузино-абхазских переговоров» смотрите сегодня в 20:00 на Абаза ТВ. В культурном центре Фазили Искандера в Москве накануне состоялась премьера полнометражного документального фильма «Вселенский дом» Фазили Искандера, посвященного крупнейшему прозаику XX века, трижды лауреату Государственной премии, номинанту Нобелевской премии Фазилию Искандеру. Премьеру документального кино смотрите в нашем эфире сегодня в 21 час. На Лыхнинском повороте установят искусственную дорожную неровность. Об этом сообщил начальник УГАИ МВД Республики Абхазия Дамир Авицба. Решение принято после согласования со всеми профильными структурами. На Лыхнинском повороте установят искусственную дорожную неровность. Об этом сообщил начальник УГАИ МВД Республики Дамир Авицба. Решение принято после согласования со всеми профильными структурами. 27 апреля на данном перекрестке в Гудаутском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Несколько участников аварии были ранены и доставлены в Гудаутское ЦРБ. Дорожно-транспортные происшествия на данном участке не редкость. Нами давно был разработан проект установки дорожной неровности, однако ввиду разногласий с вышестоящими органами эта реализация затянулась. Теперь уже у нас есть понимание со стороны руководства, и в скором времени на данном перекрестке будет установлен так называемый лежачий полицейский. Как вам известно, большинство ДТП происходит по вине водителей, грубо пренебрегающих скоростным режимом. Порой его превышают в разы. Искусственная неровность заставит водителей вынужденно снижать скорость транспортного средства, что в свою очередь максимизирует безопасность движения транспорта на данном аварийном и опасном участке. Как показывает практика, искусственная дорожная неровность – лучшее средство от лихачей. Свежий пример тому Ацинский поворот. После того, как мы настояли на установке там лежачих полицейских, на бывшем всегда аварийно опасном участке у нас не было ни одного ДТП, тем более со смертельным исходом.
Установка ИДН является вынужденной мерой. Однако в УГАИ напоминают, что ни одна неровность не может быть панацеей от ДТП. Начальник госавтоинспекции в очередной раз призвал к соблюдению ПДД. Уважаемые граждане, автолюбители, в очередной раз призываю вас быть внимательными и бдительными за рулем автомобиля. Мы не можем контролировать каждого из вас. Сохраняйте холодный разум и дисциплину, управляя транспортным средством. Помните, каждого из нас ждут дома, а ваша минутная жажда скорости может отнять жизнь чьих-то родителей, чьих-то детей. Ваше лихачество может стать причиной ужасной трагедии, последствия которой вы не сможете исправить. Место установки ИДН обсудили при участии главы администрации Гудаутского района Валерия Авицба, директора Абхазавтодора Тенгиза Таркил, начальника департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной администрации Тимура Абгадж, представителей районного АТП. Помимо лежачего полицейского на участке установят отбойники, перенесут стоянку общественного транспорта, организуют новый пешеходный переход. В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии совместно с сотрудниками оперативного подразделения ТП ПСОУ, а также совместно с сотрудниками СГБ в селе Верхние Шеры выявили 22 аппарата для добычи криптовалюты, которые на момент изъятия были подключены к электросети, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. Аппараты располагались в нежилом помещении на приусадебном участке в селе Верхние Шера, принадлежащего гражданину Дертлян. Запрещенное к ввозу на территорию Абхазии оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении. Практическая встреча, посвященная предпринимательской деятельности в Абхазии, состоялась в Доме Москвы. В мероприятии приняли участие эксперты, которые рассказали гостям, в основном представителям организаций соотечественников, обо всех тонкостях открытия бизнеса в республике. В частности, перед собравшимися выступили председатель Координационного союза организации русских соотечественников в Абхазии, предприниматель Олег Юрченко, предприниматель, бизнес-коучер, продюсер, кандидат политических наук, член КСОРС Юлия Павлюченкова, начальник отдела регистрации и лицензирования Минюста Абхазии, начальник управления по работе с задолженностями Министерства по налогам и сборам Абхазии Алана Сландзе. После приветственной части гости активно обсуждали все юридические и бытовые аспекты предпринимательской деятельности в Абхазии. 12 лет назад я приехала в Абхазию и столкнулась с полным отсутствием системной информации. Мне было очень сложно начинать, сложно понимать, как оформлять недвижимость, сложно оформлять автомобили, сложно выезжать. Я не понимала, как открыть ИП, а когда можно было еще не гражданам открыть ИП. И сегодня мы позвали специально для того, чтобы вам рассказали именно правдивую информацию с точки зрения закона. И я знаю, что на каждом шагу вы сталкивались с какими-то небылицами. Нам говорили, это невозможно, вам нужно вот столько-то там денег и вот какие-то бумаги. Оказывалось, все в разы проще, и это не про связи и знакомства, это реально познание закона. Мы должны учитывать, прежде всего, какой бы бизнес мы ни строили, он должен быть социально ориентирован. Не московским, не тем, когда мы жестко конкурируем и технологично все. Это первый момент. Второй момент. Конечно, все по закону, и только на законном поле мы можем добиться успеха. Если мы уходим с законного поля, переходим в закон улиц, в понятие, то успеха будет немного. Третий момент. Наша сила не только в правде, она еще и в единстве. Носороги вышли на сцену Абхазского драмтеатра спустя 7 лет после первого показа, сообщает спутник Апсны. В 2018 году спектакль по пьесе французского драматурга Жена Юнеско 3 раза собирал аншлаги, но с тех пор его не показывали. И грядущий показ 29 апреля для актеров и руководства театра станет второй премьерой.
Впервые на сцене Адгур Дженя в роли Папионы Элеонора Когоня, которая заменила актрису Изольду Аруха, скончавшуюся в феврале этого года. Роль главного героя Биранже играет Саид Квиквискири. О спорте. Сборная Абхазии заняла второе место на третьем чемпионате мира по карате до Шотокан Рю Казеха в Москве. Абхазские спортсмены завоевали 16 наград. Алана Бацеева взяла 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Амир Харчилава – золотую, серебряную и бронзовую медали. Никита Джикерба – золотую медаль, Айнар Дочи – серебряную и 2 бронзовые медали, Астан Рати – золотую медаль, Леон Хаджимба – серебряную и бронзовую медали, Ксения Клипина – 2 серебряные медали. В турнире участвовали свыше 300 атлетов из Италии, Индии, Кубы, Мексики, Азербайджана, Армении, Африки и более 10 регионов России. А в завершении выпуска прогноз погоды. В среду 30 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами утром туман. Атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16, температура морской воды плюс 12. Волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.